начале рабочей поездки Аслан Бжани осмотрел ход строительных работ водопроводной магистрали в селе Мгудзырхуа. Начальник УКС Тимур Агарба рассказал, что в рамках инвестпрограммы проложено около 23 километров труб разного диаметра. Построен резервуар в 500 кубических метров. Идут работы, идем с опережением графиков. Где-то за 5 месяцев до контрактных сроков мы завершим мероприятие, то есть через 1,5 месяца здесь все мероприятия будут завершены. И по итогу реализации данного мероприятия воду получит более 300 домовладений. Здесь 340 домовладений в Мгудзырхуа, но прибрежная часть еще с советских времен водоснабжением была обеспечена. Остальная часть, здесь никогда воды не было. Вот эти мероприятия позволят обеспечить около 300 домовладений чистой питьевой водой. Также работы ведутся и в Звандрипше. Около 30 километров водопроводных труб будет по итогу проложено. Все село будет обеспечено водой. Тоже завершение в этом году. В принципе. А эти трубы откуда? Эти трубы с Гудаутского трубного завода. Водоснабжение наладит также в селах Абгархуки и Кланархуа. 18-километровая магистраль водозабора идет из села Хыбста. Далее глава государства осмотрел ход восстановительных работ в пансионате «Черноморец». Ремонтные работы планируется завершить к началу следующего сезона. Пансионат рассчитан на 200 номеров, порядка 300 койко-мест. На территории будет ресторан, бассейн и выход на городскую набережную. Объект достаточно тяжелый. Восстанавливаем всю инфраструктуру, которая здесь есть. Номерной фонд планируется около 200 номеров на объекте. Рабочие места, соответственно, будут также предоставлены. Я думаю, в сезон будет порядка 120 человек. По уровню зарплаты средней тоже порядка 25 тысяч будет она постоянная у нас здесь. Налоговые отчисления все будут в Гудаутский район. Затем Аслан Бжани провел расширенное совещание с активом района. В первом полугодии в бюджет страны поступил почти 141 миллион рублей налоговых платежей при плане 111 миллионов 885 тысяч. Выполнение составило 126%. В этом году снизилась посещаемость Рицинского парка и Новоафонской пещеры. Невыполненным остается налог на прибыль. На невыполнение данного вида налога повлияли такие организации, бюджетообразующие, можно сказать, в Гудаутском районе, как Рицинский реликтовый национальный парк и комплекс Новоафонской пещеры. Хотел бы отметить, что эти две организации зашли на 2023 год с переплатой в 2 миллиона рублей по налогу на прибыль. Согласно предоставленного отчета за полугодие этого года, мы видим отставание по посещаемости Рицинского реликтового парка на 1.07 это составляет порядка 35 тысяч человек. К сожалению, на 11.07 мы видим еще отставание на 51 тысячу с аналогичным периодом прошлого года. По Новоафонской пещере идет отставание на 1.07 посещаемости 3200 человек. Если брать в целом, у нас налогооблагаемая прибыль по итогам полугодия этого года по Рицинскому реликтовому национальному парку уменьшена по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 20 миллионов рублей. По Новоафонской пещере порядка 4 миллиона 200 тысяч рублей, что привело к тому, что начисление по данному виду налога у нас по итогам полугодия этого года уменьшено порядка на 4,5 миллионов рублей. Но несмотря на отставание по данному виду налога, у нас идет положительная динамика в отрасли курорт и туризм в целом. В Гудаутском районе 215 объектов курортного назначения, 24 из них – это юрлица, 191 – индивидуальные предприниматели. Всего в районе 8835 койко-мест. Количество рабочих мест в сфере туризма – 400. С начала года в объектах размещения района отдохнули 7243 человека. Начальник отдела экономики администрации Гудаутского района Руслан Навицба рассказал о местных инвестициях. Инвестициям. У нас фирма с апреля месяца текущего года стоит на учете ООНАР 2018, который включает в себя два объекта курортной сферы. Это база отдыха Апсна и Гранд-отель Россия с номерным фондом 497 и, соответственно, 1052 койко-мест. Количество работников по двум объектам составляет 100 человек. По гостинице «Апсна» объем инвестиций составил 153 миллиона рублей. Гранд-отель «Россия» объем инвестиций составил 325 миллионов рублей.
Ведется работа по восстановлению гостиницы «Волга». Запланировано капитальных вложений в размере 221 миллион рублей. Срок проекта 2 года. ООО «Чернореченское рыбное хозяйство». Проектно-сметная документация на стадии завершения. Количество персонала ожидается 25 человек со среднемесячной заработной платой 20 тысяч рублей. В июле и августе текущего года планируется начать капитальный ремонт автомобильной дороги, ведущей от республиканской трассы до объекта. Ведется строительство торгового объекта в селе Приморское, который планирует ввести в эксплуатацию до конца текущего года. Объем инвестиций уже составил 22 миллиона 300 тысяч рублей. В прошлом году в районе появилось 11 различных объектов, а за первое полугодие текущего года 9. За 6 месяцев в Гудаутском районе за потребленную электроэнергию начислено 204 миллиона 138 тысяч рублей. Из них оплачено 17%. Задолженность составляет более 169 миллионов рублей. Соответственно, задолженность составляет 14 миллионов 997 тысяч рублей. Что касается населения, начислено 169 миллионов 847 тысяч рублей. Из них оплачено физлицами 15 миллионов 407 тысяч рублей. Процент оплаты составляет 9,1%. Соответственно, задолженность составляет 154 миллиона 439 тысяч рублей. В общем, за эти полгода потребление Гудаутского района составило 176 миллионов 445 тысяч 567 киловатт-часов. За отчетный период в районе зарегистрировано 42 преступления, 39 из них раскрыты. В суд направлено 35 уголовных дел, осужден 31 человек. Сотрудниками ОГАИ УВД по Гудаутскому району выявлено и составлено 3305 протоколов за нарушение правил дорожного движения. Из них за управление автотранспортным средством в состоянии алкогольного опьянения 331. Правом управления автотранспортным средством были лишены 116 человек. Сумма взысканных штрафов составила 3 миллиона 733 тысячи 650 рублей. К сожалению, приходится отметить, на территории Гудаутского района в течение полугодия 2023 года произошло 21 ДТП, в результате чего погибли 13 человек. За аналогичный период прошлого года у нас 15 ДТП, погибло 5 человек и пострадали 15. Глава администрации Гудаутского района Баграт Бочгуа рассказал, что в местный бюджет за первое полугодие поступило 227 миллионов 737 тысяч рублей. План выполнен на 109%. В первом полугодии 2023 года продолжаются работы, начаты еще в конце 2022 года. Это благоустройство памятника 92-93, это тротуарная зона по проспекту Героя. Стоимость работы 4,5 миллиона рублей. Благоустройство парка имени Ленина, стоимость работы 7 миллионов, но работы продолжаются. Мы в ближайшее время ожидаем, что нам придет освещение, будет установка, освещен будет весь парк. Расчистка автодороги Псоу-Сухум в районе села Приморский, работы ведутся. Стоимость работы 3 миллиона 800 тысяч рублей. Также идут ремонтные работы в Гудаутской школе номер 5. Ремонт водопровода в селе Кланархуа. Завершена укладка асфальта на улице Лакирбая. Укладывается тротуар по улице Тарнава. По окончании совещания Аслан Бжани ответил на вопросы участников актива, касающихся актуальных для страны тем. Почему нет сегодня понимания в народе, что ему лучше, а что ему хуже? Почему мы не можем своему народу донести? Харахазарак экономика я дхало харехазбаро. Сара ра инсавиоз рушбет ачаиш инсавиоз сайт адгила чай шааз ататен шакааз игерта культура хошааз хасзазу бриоп адгил штехн жиге гарасбит зам адгил схамо хнук нагарцзхуноб абсумнат адгил зырхчез рыдгил зырхчо бризхуноб рхшара ала разарц. Абри апартамент хазласавио, ари экономика азнейший усу, а политика проблема ваз яцу мачу дара. Яхдырует яхаб
шартера цурна горовета демография гана хала яшум кухазнеир. Нас шивков срехета зарава абре техногенная, абре абсабара ишпа аныпшуэха. Ари бзин возпоцер и туцар уиза шартера кваадзам. А туловую радвги аудзом, а демография тогда значит у нас не так, чапсах собизбангзер, а туловую рауюни маулак, а обже аудзом атера, а политика их залрохзом, а экономика ганах мацароп усахива. Нас ирвус яхдру усуб, а советом шахиште, а аван репсершон рыткала шахдрует харахдины харахтаски якунаго. Вы харахтахзами ахсарц хмелат езарц, мап хариза асобрёб хмелат чарц, хармичква غوازروب اما زورا هرمشرا يابغلا نوس ورد غوازروب حق عشان زروب وي تخوب يخبي غانا خلا يجسو ابجر اجب حنو يجسو وي وس يتخوب يخ تكنولوجي وس يقوب ورستولا دودزا وي غانا خلا يبزين يكشو اي بشر جخ проблема моб избаногзер يچغلو грацохета украинец масара югзем има цара югцем ари харахам вага азара хахмезбец вы губриза айд глаз фимо вы гимо иртот разведка иртот точный координат ицхравит вы бхир харахкос хам ахмелат айкур харами хара айбишра хайроб халам гадзаква. Рабочие поездки президента в районы республики будут продолжены. Гугу Савардания, Тимур Гогохия, Абхазское телевидение.